Мои дорогие, добрый вечер. Седи хорошо, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Друзья, как у вас дела? Я вижу, везде жара, конечно, в некоторых местах дождь. По-моему, в Германии даже было наводнение. Сегодня мне сын показывал в Инстаграме. А у нас жара, действительно жара, градусов под 40, если не все 40. И я сегодня, вы меня будете ругать, но я сразу скажу, больше, конечно, этого делать не буду. Значит, немножко расскажу, что я собираюсь сделать, а потом расскажу, что со мной произошло. Значит, как видите, значит, у меня будет засолка огурцов, но уже позднее время. Мне нужно все-таки... Каспер, как ты мне надоел. Ну на. Уже без 15:08, друзья, вечера. Скоро приедут мои мальчики, поэтому мне нужно что-то приготовить. Я с утра разморозила, даже со вчерашнего дня разморозила. У меня желудочки стоят куриные, ну, в морозилке лежали. Я их сейчас быстренько пожарю. Ну, придется в казане, потому что сковороду обычную мою, в которой я всегда люблю готовить с двумя ручками, там очень вкусно получается, удачно. Я отправила им сегодня плов на обед. А сейчас быстренько поставлю эти желудочки. А потом потихонечку будем солить с вами огурцы как-то. И расскажу, что же я сегодня сделала. Я еще со вчерашнего вечера, друзья, успела все приготовить. Как бы. Ну, что приготовить? Вы же знаете, что я обычно готовлю и завтрак, и обед детям. И поэтому я со вчерашнего вечера успела. Я ничего не снимала вчера. Скажу вам, да, я еще тоже видела, что у некоторых тоже это есть, значит, это какая-то погода, наверное, не знаю. Вчера у меня было до обеда высокое давление, еле-еле сбила его. После обеда кое-что начала делать, но уже снимать не стала, потому что голова была тяжелая. У меня была генеральная уборка в моем холодильнике, я давно не убирала, наверное, месяц не убирала в холодильнике. Вчера капитально убрала, прямо от души. И вот, друзья, вчера поэтому успела вовремя все приготовить. Думаю, лягу пораньше, встану пораньше, чтобы уже заняться своим огородом или еще чем-то. Все время переживаю за свой огород, потому что в этом году все-таки эта жара не дает, по-моему, уже никому делать ничего. Все жалуются, что не успевают в огороде то сделать, не успевают в огороде это сделать. Потому что практически жара не дает людям ничего сделать. Вот часов 7, если выйти, ну, считайте, час-полтора, но за эти час-полтора, ну, не успеваешь ничего сделать. Алхамдулилла, хорошо, мне хоть капельный пролив проложили, спасибо человеку, который мне это сделал, купил этот полив. И, значит, сегодня с утра я встала, быстренько отправила своих мальчиков на работу, уже в 7 часу я управилась совсем. И с цыплятами, и с коровой совсем управилась, пошла в огород. Хотела, у меня была черная редька, я ее успела посадить, белую еще сажала дня 2 тому назад. Освободилась одна грядка из-под лука, я ее быстро прополола, чуть-чуть перекопала, сделала грядочки, посадила эту черную редьку. И все-таки мне захотелось немножко и в помидорах, и везде сорняка много. Хотя сейчас говорю, мы сегодня разговаривали по телефону, я говорю, по-моему, зря я этот сорняк сорвала. Жара такая, но хотя опять-таки сорняк вытягивал всю и влагу, и все такое. Скорее всего, лучше я положу этот и сорняк, и еще там сено, наверное. Короче, начала полоть. Полола и вошла в азар. И не заметила, что уже и время, и что жара. Пока была нагнутая, как-то не замечала. Ну, замечала, но думаю, вот доделаю, дойду. И оказалось, что я проработала до 12 дня, и что солнце мне все-таки дало хорошенечко по башке. Если бы не так, то я бы не успокоилась. Пришла домой, уже боюсь, быстренько помыла лицо холодной водой, немножко темечко свое холодной водой побрызгала так. Потом приняла душ, прилегла и заснула, друзья. Но давление не мерила, вряд ли давление, у меня сейчас как-то по-своему болит голова, честно признаюсь вам. Поэтому практически ничего не сделала, еле-еле поздравила, сделала вот этот кусочек для Гали поздравительный. Хотя, Галечка, извини, мы с Мадиной опоздали на 1 день. Вчера Мадине говорю, по-моему, сегодня день рождения. Она говорит, нет, мам, 17-го.
Ну, вот так вот мы опоздали, Галю поздравить на один день, ну, она нас, может быть, простит. Хотя я за час до, у нас же большая разница во времени, вчера еще, сегодня утром еще успела ее поздравить по WhatsApp. Вот так вот, мои друзья, немножко вам расскажу о своих происшествиях. Знаю, что вы будете говорить, чтобы я больше этого не делала, чтобы я берегла себя, я уже сама об этом поняла, действительно, на солнце больше находиться не буду. Это все-таки не есть хорошо. И постараюсь после утреннего намаза, действительно постараюсь после утреннего намаза делать хотя бы часа 2-3, до 6, до 7. Нормально можно поработать. Если бы я сейчас один раз прошлась, но, наверное, уже больше и полоть не надо будет в этом году. Но прополки у меня там много. И огурчиков уже пора собирать. А потом днем лягу, все равно днем даже в доме делать нереально, насколько жара, и все жалуются. Не знаю, надо будет там как-то перетерпеть это все, перестроиться. Значит, так суждено Всевышнему. Вот такие вот дела, друзья. Скоро у нас еще и праздник. Надо и к нему как-то приготовиться немножко. И огурцы собранные еще вчера. Стоят, я не посолила, надо быстренько их. Но я приготовила все, помыла, я огурцы, и все это помыла. Сейчас прикрою это крышкой. И потихонечку начну. Я наполнила воду. Воду, конечно, буду греть на улице. Поэтому потихонечку вам покажу, но я в прошлом году показывала. Ну и сейчас покажу, что я сделаю. Вот так вот, друзья. Берегите себя и, конечно, не находитесь на солнце, как я. Ну вот, друзья. А теперь займемся нашими огурцами. Так, значит, горошка, перец. Так, должен быть полукруглый лист. Как всегда, как все. Сегодня мне надо было еще в больницу проведать свекра моей заловки поехать, но не смогла. Если Бог даст, то завтра утром обязательно надо будет нам поехать с сыном, проведать его. Говорят, он в тяжелом состоянии. Надо хотя бы просто поговорить с зятем, да заловкой. Неловко. Я не знала, что он лежит в больнице. Ну так по 4 зубчика чеснока обычно я кидаю. Если мелкий чеснок, то 5. Если головки 4. Сезон засолок, друзья, у нас начался. И самое главное, все с огорода. Ничего купленного у меня нет. И чеснок свой, и огурцы свои. И вся зелень своя, и перец уже, видите, какой вымахал огромный. Это все у меня со своего огорода. Как, я не знаю, как вы видите, какой огромный. Перец острый. Так, друзья, в прошлом году, когда я показывала, что как я солю огурцы, у меня было столько возмущений, что я кидаю много острого перца. Но это на любителя, друзья, как хотите, кидайте сколько вы хотите. Обычно... я раньше кидала даже по 3. Ну, конечно, не таких огромных, наверное. По 3 острых перца. Но предпочтения наши, конечно, теперь немножко изменились. Но все равно мы немножко остренькое любим. И я вам сейчас расскажу историю про этот острый перец, как бы. Так, хотела этот ставить как-то сыреньким. Значит, как-то к нам пришел гость, ну, знакомый наш. В тот день он к нам пришел первый раз. И
ну, я накрыла на стол, как всегда. А это было, по-моему, уже зима, потому что соленья были у нас как бы. И я поставила и соленья, и я уже не помню, что было. Если честно, я не помню, что было первое. Ну, в смысле, горячее, что было. По-моему, курица жареная или что-то еще. Но мы действительно едим острую пищу. И он тогда-то ничего не сказал, я-то не знаю, и даже не задумалась над этим. Не знала ни о чем. Потом, через какое-то время, когда уже мы стали более как-то больше общаться, он приходил к нам почаще как-то, и уже более ближе познакомившись, он сказал, как-то сидя у нас ужиная, говорит, я, говорит, когда первый раз попробовал, ну, только что начал есть, это было, говорит, настолько остро, что у меня, говорит, во рту был пожар. И я, говорит, потихонечку смотрел на вас, на всех. Ну, мальчики с ним сидели, я, говорит, смотрел на мальчиков и думал, неужели это для меня остро? Или вообще это остро так? Ну, вот, посмотрел на мальчиков, говорит, они спокойно себе ели, ничего, нормально наяривали. А для меня, говорит, было это настолько остро, что он, в принципе, и не поел. Я-то тогда не знаю, ну, он сказал, что нет, я не голоден, то все, короче говоря, это потом, через какое-то время, он мне сказал, что тогда не поел, потому что было это очень остро, он не привык есть такую острую еду. Ну, вот сейчас уже я сама боюсь есть слишком острое, уже, конечно, не так остро готовлю. Так, вот, друзья, так, видите, все свое. Укропчик свой, листья хрена свои. Вот все, что я кладу, как бы, когда солю огурцы. Огурцы я стерилизую, друзья. Когда-то раньше не стерилизовала, но сейчас обязательно минут 5 стерилизую. Стерилизовать будем у нас под навесом, потому что здесь, конечно, с этим не справиться. Вот так вот. Ну, сейчас не знаю, я банок 12 приготовила, может быть, их и будет много, но посмотрим. Завтра утром надо мне еще сбор огурцов сделать. И банок 30 я закатаю. Огурцы у нас не так уж много едят, ребята, но очень любят помидоры, красные помидоры. Зеленые тоже не очень-то не уважают, но вот красные помидоры едят за милую душу. Так что помидоры мне придется посолить, банок 50-60, это точно. А огурцы банок 30-35, наверное, закатаю для себя. И, наверное, ну, может быть, посмотрим, короче говоря. Иногда у меня покупают покупают огурцы в кафе на салаты берут. В кафе, в котором я сама работала, они у меня заказывают на салаты. Так, желудочки, собственно, в таком соку томятся. Чуть попозже я нарежу лук и положу туда лучок. Так, теперь что? Теперь петрушечка. Ну, вот так вот по несколько веточек петрушечки. Вот такие вот дела. Помидоры у меня вряд ли в этом году будут нормальные. Знаете, что сделала с помидорами? Я как-то их мне посоветовали. Я никогда не пользовалась медным купоросом. Но там в инструкции было, что на 10 литров воды. Но, видимо, или жара, что слишком жарко. Надо было побольше воды. Но я все-таки, мне кажется, после купороса у меня прожглись листья. Они и так были, как бы помидоры у меня больные немножко. Высохли листья, но сейчас понемножечку возвращаются к жизни. Я вам поснимаю, покажу. Просто я не снимала огород сегодня. Конечно, плоды висят. Сейчас понемножечку цветочки появляются, но помидоры страшные в этом году. Не получилось у меня. Хотела пока к лучше, но получилось как всегда. Так что
помидоры придется покупать. Но я помидоры и так покупаю за засолку. Я не люблю круглые помидоры солить почему-то. Мне нравятся именно сливки. А сливки в огороде я не сажаю. Я сажаю только круглые. Или розовые, или красные. Обычно я... Помидоры же бывают крупные такие. Все, что связано с соком, мне хватало из своего огорода. Но в этом году придется покупать и для сока, как бы. И для аджики, и для лечо, и для помидоров в собственном соку. Короче, для всего. Так, друзья, ну, как закладывать огурцы я не буду показывать, не буду время отнимать. И так наговорила много. Сейчас заполню банку и подключусь. Банки, вернее. Так, значит, друзья, у меня все в процессе. Но прежде я захотела, я уже подоила корову, пошла, как только заложила огурцы. У меня вода еще не закипела, как бы. И теперь будем ждать, пока закипит вода. Сейчас я нарежу лук, вернее, я уже нарезала лук, нарежу болгарку. Они у меня готовы, желудочки. Я захотела поесть арбуз. И смотрите, как я его ем. Рассольный сыр, у меня домашний сыр рассольный, и арбуз. Это сочетание, друзья, очень вкусное, попробуйте. Можно еще и с творогом, но если творог соленый. Но мне больше нравится, конечно, с сыром. Получается такой как бы арбузный салат с сыром. Попробуйте, это очень вкусно. Можно сыр фета, можно просто брынзу. Ну, вот такие вот соленые сыры голландские, вот эти вот сюда не подходят. Попробуйте, это очень вкусно. Я сейчас немножко поем арбуз с сыром. Арбуз очень вкусный, сладкий оказался. Так, маме я варю кашу манную. Ну, сейчас подключусь. Покажу дальше, что будет. Посмотрела свою съемку, оказалось, что я не видно, что я показываю арбуз с сыром. Вот такой вот арбуз с сыром. Если еще такая, знаете, хрустящей корочкой хлеб еще с ней свежий, это обалденно. Ну, некоторые любят с домашними лепешками, с нашими Ольгиш. А я люблю, вот, чтобы был свежий хрустящий хлеб. Это очень вкусно, друзья. Соленый сыр, сладкий арбуз. Может показаться, что это не сочетается, но попробуйте. Очень вкусно. Ну вот, друзья. Положила я сюда лучок, немножко поджарила лучок, потом добавила болгарку. Не знаю, это у меня как-то блюдо, можно сказать, из ничего. Понакидала и все получается. Так, мальчики позвонили, что будут поздно, ужинать не будут. Значит, вот это блюдо у меня пойдет им завтра на обед. Я вот сейчас подумала, если я сделаю пюре, то им негде будет разогревать. А просто желудочки им вряд ли хватит на обед. Я, значит, знаете, что хочу? Сейчас почищу картошку, отварю ее. И уже вареную кусочками добавлю сюда. Мне кажется, будет нормально. Просто будет удобно разогревать им. Дело в том, что, сами знаете, мужики. Так, ну все. Вода еще у меня не кипит для огурчиков. Получилось у меня как бы 9 баночек огурцов. Так, друзья, а теперь мы подготовим огурцы. Когда почти кипит еще не кипит, но почти. Так, значит так. Ну, в прошлый раз, когда я говорила, тоже всем было странно, но я добавляю аспирин 3 таблетки на одну банку. Ацетилсалициловую кислоту. Уксусом я никогда не пользуюсь. Что-то обязательно должно упасть. Так, значит, по столовой ложке сахара. И 2 столовые ложки соли.
я банки вынесу и буду дальше продолжать уже под навесом. Вот так вот, друзья, у меня кипят две кастрюли. В одной я буду стерилизовать, а из другой буду наливать кипяток сюда. Так я всегда делаю. Сразу ставлю в кипящую воду. Не буду больше вас отнимать у вас времени. Так, ну вот, друзья, первая партия у меня уже готова. Я стерилизую ровно 5 минут. Теперь поставлю вторую партию, а эти буду закручивать. Ну вот, друзья, я закатала банки. Теперь укутаем в теплое одеяло и все. Так, друзья, ну все, огурцы у нас посолены. Теперь займемся нашим блюдом. Не знаю, что это за блюдо. Я думаю, будет вкусно. Картошку отварила. Вот так вот крупную картошку вот положу и все. Не буду ее ничего с ней делать. Она в этом соке. Мне кажется, будет вкусно. Я, правда, так не делала никогда. А мне кажется, будет вкусно. Обычно я просто с такими желудочками делаю пюре или макароны, или пюре. Ну что-то мне не пюре, как я сказала, им будет сложно разогреть. А это будет все переженится вместе и будет вкусненько. Друзья, получается у меня и обед готов на завтра как бы. Так что утро у меня будет более свободное. Сейчас я еще никаких специй не ложила, положу кое-какие специи. Сейчас посмотрю, что у меня есть. Так, ну специи для курицы. Я вчера жарила курочку, вернее не курочку, а даже жарила спинки и шейки в духовке, запекала. Этой специей намазала. Мальчикам очень понравилось. Все. И больше ничего не буду даже выключить, потому что все там уже готовое, они все равно будут разогревать. И тогда уже все вместе перемешается. Сейчас зелень еще накрошу. Вот такое блюдо, друзья, у нас получилось. Вроде бы будет вкусно. Я не пробовала, если честно, но должно быть вкусно. Ну вот, друзья. На сегодня я свой влог закончу. Огромное вам спасибо за ваши комментарии, за ваши пожелания, за ваши лайки, за ваше участие, за то, что вы подписались. Всем огромного вам спасибо. Здоровья вам, счастья и благоденствия. Ну вот, как-то так сегодня, друзья, у нас. Пока-пока.